В этом выпуске программы «Посредник» будем говорить о финансовой ситуации в Абхазии, о том, как изменился бюджет страны к 2026 году и какие факторы влияют на его формирование. Обсудим итоги прошлого года, планы, а также меры, направленные на борьбу с теневой экономикой. У нас в гостях министр финансов Саид Губаз. Саид Гурамович, рады вас видеть. Добрый день, Нала. Спасибо большое за приглашение. С удовольствием постараюсь ответить на все интересующие вас вопросы. Но когда мы говорим о новом документе, да, новый 2026 год финансовый, все-таки хочется немножко издалека, после выводов о том, каким был 2025 год, какие вообще можно сделать выводы из исполнения бюджета за прошлый год и почему, несмотря на рост затрат, доходы превысили плановые показатели? Да, безусловно, важно отметить и исполнение бюджета за отчетный период за 2025 год. Буквально совсем недавно на заседании Кабинета министров уже проектом постановлением Кабинета министров отчет об исполнении был утвержден и уже впоследствии направлен в парламент Республики Абхазия, где уже в форме закона установленные сроки он будет рассматриваться. Если говорить в целом об итогах исполнения бюджета за 2025 год, они достаточно неплохие. У нас достаточно хорошее исполнение и в доходной части, и в расходной. Да, мы говорили о том, что доходов в прошлом году стало больше, чем расходов. На самом деле у нас в прошлом году произошел существенный рост объемов финансовой помощи из Российской Федерации. Более 8 миллиардов рублей поступило в нашу бюджетную систему в качестве безвозмездной финансовой помощи. Тем не менее, хотя мы говорим, что это безвозмездная финансовая помощь, она, конечно же, имеет целевое назначение. Так получилось, что внутри года были приняты дополнительные решения на выделение средств в нашей республике. Но ввиду того, что эти решения были приняты уже во второй половине года, не все мероприятия, которые планировались, успели реализовать, но, тем не менее, средства эти остались, и в текущем уже финансовом году будут направлены на цели их предоставления. То есть в целом у нас исполнение достаточно хорошее и в части государственного бюджета, и в части республиканского бюджета, и, естественно, если говорить о доле собственных доходов. И мы, конечно же, рассчитываем, что этот год у нас будет исполнен с показателями не хуже, чем в прошлом году. Более того, у нас бюджет на текущий финансовый год, он такой, на мой взгляд, достаточно амбициозный. Мы задали себе высокие планки исполнения по доходам, по расходам, и мы рассчитываем на то, что все эти показатели будут исполнены. Саид Гурамович, в продолжение разговора о российской финансовой помощи, она остается важной частью нашего бюджета, но тем не менее мы видим, что за последнее время доля сокращается, что говорит о том, что наша экономика все-таки становится крепче. Безусловно, да, следует отметить, что у нас за последний ряд лет наблюдается существенный рост, хорошие темпы роста собственных доходов. И эти темпы мы закладывали и на текущий финансовый год. Это очень важно. Безусловно, это не говорит о том, что мы пытаемся отказаться от финансовой помощи и так далее. Безусловно, она играет важную роль для бюджета нашей страны, позволяет реализовывать и инфраструктурные проекты, обеспечивать социально-экономическое развитие. Вы знаете, часть средств из российской финансовой помощи направляется в том числе на фонд заработной платы в различных сферах государства. Конечно, это важная составляющая нашего бюджета, но, тем не менее, нами принимаются все возможные меры для того, чтобы наращивать объемы собственных доходов. Собственные доходы за счет развития деловой активности, но, с другой стороны, за счет борьбы с теневой экономикой. Несколько реформ, да, можно так назвать, со стороны государства в последнее время проводятся. Это и внедрение онлайн-касс, с одной стороны, с другой стороны, утверждение, увеличение каждый год среднемесячной заработной платы в негосударственном секторе. Это тоже попытка вывести из тени часть доходов. Что еще предпринимается вот в этом направлении? Какие там, возможно, есть еще резервы?
Безусловно, вообще наличие доли теневой экономики создает трудности в споре налогов и, как правило, снижают эффективность налоговой системы. И в этой связи всегда велась работа по выявлению теневого сектора экономики. Эта работа ведется и сейчас в том числе. И в этой связи, наверное, следует дать высокую оценку деятельности Министерства по налогам и спорам, которое все свои ресурсы активно направила на эту работу. И мы видим там существенные и действенные на самом деле уже результаты. Ну и, конечно, следует понимать, что для того, чтобы повышать качество администрирования, необходимо использовать современные технологии, программные обеспечения, которые позволят кратно повышать качество администрирования. И в этой связи уже много раз, в принципе, об этом говорилось, да, налоговые органы в рамках тех договоренностей, которые были ими достигнуты со своими российскими коллегами, которые оказывают в этом процессе методическую и техническую поддержку, совсем уже скоро начнут мероприятия по реализации этого мероприятия и внедрению контрольно-кассовой техники. Сам закон о контрольно-кассовой технике у нас вступил в силу еще с 2022 года, но, к сожалению, он не реализовывался. И вот те мероприятия, которые сейчас осуществляются Министерством по налогам и спорам, они, конечно, безусловно, позволят определять достоверно объемы выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей, соответственно, определенную часть экономики вывести из тени. Основная позиция государства в этом направлении состоит в том, чтобы не в том, чтобы повышать налоговые ставки и тем самым повышать уровень дохода бюджета, а с тем, чтобы вывести экономику из тени, оптимизировать льготы и так далее. Еще одно интересное решение принято. С этого года изменилась база начисления таможенных сборов. Вот как это повлияет на поступление в бюджет, и чтобы наши слушатели, не экономисты, не финансисты, понимали, о чем мы с вами сейчас говорим. Да, на самом деле с текущего года вступило в силу постановление Кабинета министров, которое было принято еще в 2024 году о ставках и базе для исчисления таможенных споров за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров. И в связи с его уже фактической реализацией и применением этого постановления на самом деле ожидаются выпадения в доходной части бюджета чуть более 440 миллионов рублей. Если раньше эти ставки применялись относительно в процентном выражении относительно объема, сейчас это фиксированные суммы, которые позволяют, соответственно, участникам внешнеэкономической деятельности оплачивать меньший объем платежей при выпуске товаров через таможенную границу, через таможню. Конечно же, в этом направлении, учитывая, что вот я еще в самом начале говорил о том, что этот бюджет в части планки достижения собственных доходов, он достаточно амбициозный. В текущем финансовом году мы планируем на 944 миллиона рублей больше собрать доходов для республиканского бюджета. Это происходит в условиях, когда у нас есть ожидаемое выпадение 440 миллионов в виде таможенных споров. При этом мы понимаем, что у нас еще будет выпадение свыше миллиарда рублей. Это те поступления, которые к нам поступали в 2004 году, в начале 2025 года в рамках реализации вот этого инфраструктурного проекта, связанных с запуском нашего аэропорта. Да, сейчас там объемы капитальных вложений, они, в принципе, несущественные. Соответственно, вот этих дополнительных объемов поступлений не будет. И в условиях, когда мы прогнозируем и ожидали, что до 1,5 миллиарда рублей доходов мы точно не получим, мы все-таки текущие бюджетные назначения на текущий год мы не только сохранили на уровне прошлого года, но и увеличили на 944 миллиона. Это такая достаточно амбициозная задача. Безусловно, нужно будет нам всем, и финансовым органам, и администраторам дохода в первую очередь, работать больше, качественнее, оперативнее,
и применять все возможные меры для того, чтобы этот показатель по исполнению доходной части бюджета, республиканского бюджета, был достигнут. Конечно же, принимаются меры и по внесению изменений в законодательные акты с тем, чтобы компенсировать тот объем доходов, который у нас выпал в виде таможенных сборов. В частности, вот на крайнем заседании Кабинета министров также было принято постановление о ставках и базе для исчисления таможенных сборов. Ранее в рамках поручений президента Минфином направлялись проекты постановлений и закона для того, чтобы оптимизировать налоговые льготы. Министерством экономики готовятся дополнительно проекты. И я полагаю, что все это в совокупности позволит нам достигнуть поставленных целей. Но вот это решение об изменении таможенных ставок, это сделано же не случайно. Решение принималось в рамках процесса гармонизации, который у нас происходило с Российской Федерацией. Оно достаточно активно тоже обсуждалось и в обществе, и в правительстве. В конечном итоге было принято решение, да, что действительно это постановление необходимо принимать. Но сейчас уже, конечно, ведется работа с тем, чтобы компенсировать тот объем доходов, который у нас выпадает из республиканского бюджета. Если продолжить разговор о бюджете на 2026 год и по расходам, по финансированию различных отраслей, различных программ, какие главные ориентиры? Главные Социально ориентиры... ориентированный бюджет. Мы вот привыкли к такой формулировке. Он остается таким же. Кстати, да, на самом деле, когда речь идет о нашем бюджете, как правило, он характеризуется как социально ориентированный бюджет. И, безусловно, да, социальная сфера – это одно из приоритетных направлений в расходной части бюджета. Это самая чувствительная сфера, которая требует особого внимания, куда нужно направлять расходы, инвестиции и так далее. Но на самом деле, если погрузиться в структуру расходов республиканского бюджета, мы, наверное, будем удивлены тем, что больший объем средств направляется не на социальную сферу. Если определить три самых больших таких раздела направления, куда государство направляет свои бюджетные средства, то самый большой объем средств направляется на раздел, связанный с национальной экономикой. И это такой достаточно большой объем средств, более 5 миллиардов 380 миллионов рублей. Туда относятся расходы, связанные с решением общеэкономических вопросов, энергетики, связи, строительства, курорты, лесного, сельского хозяйства. У нас у всех должно быть понимание, что мы должны инвестировать в эти сферы. Это сферы, инвестиции в которые позволят нам в последующем, в краткосрочной либо в долгосрочной перспективе получать дополнительные доходы. Мы все понимаем, что наша инфраструктура нуждается в значительных инвестициях, в том числе для того, чтобы повышать инвестиционную привлекательность для потенциальных инвесторов, внутренних или зарубежных, неважно. И, конечно, туда направляются достаточно большие ресурсы, причем темпы роста вот тех объемов расходов, которые направляются на раздел национальной экономики, они существенно тоже высокие. То есть, если еще 3 года назад в этот раздел направлялось около 3,5 миллиардов рублей. Сейчас это почти 5 миллиардов 400 миллионов почти рублей. Так что это такой достаточно значительный рост. На втором месте у нас как раз те разделы, которые связаны с социальной сферой. Это расходы в образование, здравоохранение, культуру, спорт, социальную политику. Туда направляется, в рамках бюджета планируется направить 2026 года порядка 3 миллиардов 400 миллионов рублей. Это тоже такая существенная нагрузка на бюджет, безусловно. Вот мы каждый год об этом говорим и делаем. И в прошлом году мы производили индексацию заработных плат в этой сфере. Безусловно, в этой сфере работает наибольшее количество граждан, бюджетных работников. Это такая на самом деле чувствительная сфера. И государство направляет достаточно немаленькие ресурсы для того, чтобы
решать те проблемы и задачи, которые в этой сфере есть. Ну и на третьем месте это вопросы, связанные с национальной безопасностью и правоохранительной деятельностью. Это тоже порядка 3 миллиардов рублей. Туда относятся расходы, связанные с содержанием органов прокуратуры, Министерства внутренних дел, органов госбезопасности, органов юстиции, МЧС, миграция и так далее. То есть 3 вот такие основных направления, куда государство направляет свои средства. И мне кажется, они такие достаточно в правильном приоритетном порядке расположены. Вот вы назвали цифру 3,5-5 миллиардов, если несколько лет назад финансирование составляло 3,5, а за последнее время эта цифра достигла 5 миллиардов. Но, может быть, и доля инфляции в этих показателях заложена, и насколько рост действительно существенный финансирования? Ну, понятно, что определенная доля инфляции, она, безусловно, хотим мы этого или не хотим, учитывается при формировании бюджета. Понятно, что если 2 года назад нам на содержание одной сферы достаточно было условно 1 000 000 рублей, то в реалиях текущих периодов, что там понятно, что нужно эти суммы повышать. Но когда мы говорим о таких показателях, когда было 3,5 миллиарда, стало там Ну, почти 40, 5,5, почти 2 миллиарда добавилось, это на самом деле существенные объемы. Здесь речь идет о разных направлениях. Это расходы не только, кстати, на строительство, ремонт и там развитие инфраструктуры. В этом году мы об этом много раз уже говорили, и еще раз с удовольствием об этом скажу. По поручениям президента были увеличены средства, направляемые на реализацию программ и в сфере сельского хозяйства и экономики. В первую очередь это развитие сельского хозяйства. 500 миллионов рублей мы в этом году направляем. Это очень существенный объем средств относительно параметров нашего бюджета. Такой же объем средств направляется на поддержку малых субъектов малого и среднего предпринимательства. Это достаточно, на самом деле, большие объемы. И от реализации этих программ мы также рассчитываем, что в ближайшем, уже, может, даже будущем, будем получать дополнительные доходы, дополнительные рабочие места для наших граждан. И рассчитываем, что такого рода расходы позволят решить и какую-то часть социальных проблем в нашем обществе. Ну, если говорить о развитии сельского хозяйства, действительно финансирование этой отрасли увеличивается. 500 миллионов сумма существенная, если учесть, что до этого было всего 150 миллионов. И это делается ведь в том числе не только для того, чтобы количество рабочих мест увеличить, занятость и так далее, но и для того, чтобы деньги из страны оставались здесь, были производства. Вот с этой точки зрения, если посмотреть на то, как наша экономика меняется. Да, конечно, безусловно, это важно. Во всяком случае, те средства, которые направляются в рамках, выделяются в рамках реализации программы развития сельского хозяйства, основная задача, которая стоит перед Министерством сельского хозяйства, обеспечить в конечном итоге импортозамещение сельхозпродукции. То есть создать условия для того, чтобы наши производители сельхозпродукции могли производить и могли реализовывать свою продукцию, и тем самым это привело в конечном итоге к импортозамещению. Когда мы говорим о программе, которая реализовывается в сфере экономики, то, конечно, это в первую очередь поддержка для малого и среднего бизнеса, организовать бизнес, развивать свой бизнес. Достаточно такие очень условия предоставления этих средств, они такие достаточно привлекательные на самом деле для субъектов помощь. малого и среднего предпринимательства. Естественно, это безвозмездная форма, да, которая позволяет мелким, скажем так, и средним предпринимателям вкладывать, в том числе в материально-техническое оснащение своего бизнеса, приобретать то оборудование, которое им, к сожалению, за счет собственных ресурсов и доходов приобрести не получается. И в этом направлении, конечно, как мы видим, тоже объемы государственной поддержки, они с каждым годом увеличиваются. Ну и сельские территории, земля как ресурс, она начинает работать.
потому что это большие, по меркам нашей страны, территории занимают абхазские села. Да, на самом деле это так. Об этом говорил и министр сельского хозяйства много раз, что очень много земель, которые раньше, в принципе, не обрабатывались, начинают обрабатываться, начинается оживление в сельских территориях. Жители понимают, что у них есть возможность получить поддержку от государства, если у них есть возможность реализовать какой-то проект, они его реализуют. Ну и немного времени у нас до конца беседы остается. Конечно же, наших слушателей волнует вопрос, особенно тех, кто в бюджетной сфере, будут ли повышения заработных плат в этом году, какие планы на этот счет и от чего это может зависеть, какие факторы. Безусловно, хочу отметить, что у всех, наверное, в нашей стране есть понимание того, что заработную плату, в том числе в бюджетной среде, нужно повышать. Есть понимание того, что если мы нашим специалистам, которые работают в бюджетной среде, не будем платить достойную заработную плату, завтра их соберет себе бизнес. Никто не будет работать в бюджетной сфере с 9 до 6 вечера за 10 тысяч рублей. Во всяком случае, квалифицированный специалист, компетентный, он найдет себе применение уже в коммерческой среде и будет получать существенно большие доходы. И, конечно, такая задача перед нами в том числе стоит. Сейчас, более того, даже ведется работа по модернизации системы оплаты труда. Более того, вот мы об этом тоже как-то говорили. В прошлом году принималось постановление Кабинета министров об установлении минимального размера заработной платы. И этим постановлением был утвержден размер минимальный в 20 тысяч, но, к сожалению, он пока распространен только на коммерческий сектор. Да. Тем не менее, в рамках этого же постановления было дано поручение Министерству финансов к 1 июля подготовить предложение по распространению этой нормы и на бюджетную среду. Этим проектом мы пока занимаемся. В первую очередь необходимо для себя определить, о какой дополнительной финансовой нагрузке для бюджета будет идти речь, сможем ли мы это осилить, в какой период сможем осилить, какие дополнительные, может быть, источники доходов нам нужно будет найти, может быть, в какой-то части сократить и расходную часть бюджета с тем, чтобы это реализовать. Это такая достаточно сложная работа, долгая, естественно, работа. Но, конечно, в установленные сроки мы свои предложения представим на рассмотрение в Кабинет министров. Я не говорю о том, что это произойдет с этого года. В этом году мы планируем, как и ранее, проводить индексацию заработной платы работников социальной сферы. Это работники образования, здравоохранения, культуры, спорта, социальной сферы. А в остальной части мы подготовим, безусловно, предложение и представим на рассмотрение Кабинет министров. Ну и точечно, вот, например, учителям в сельской местности им зарплаты увеличили, и вот пытаются поддержать, таким образом стимулировать и развитие сел. У нас, как известно, президентом было объявлено, что это год села, и мы достаточно большие ресурсы направляем на, в принципе, содержание сел, развитие сельских территорий, и в том числе такая социально чувствительная, да, категория тоже работников бюджетной сферы, как сельские учителя. В прошлом году мы, в принципе, учителям повышали доплаты за классное руководство, устанавливали доплаты за преподавателям абхазского языка и русского языков. Сейчас планируются определенные льготы по оплате электроэнергии для учителей. Ну и в целом по селам есть соответствующие поручения президента нашей страны о том, чтобы разработать программы, направленные на поддержку сельских учителей. В этом направлении ведется активная работа уполномоченным министерством. Кстати, при обсуждении этой программы высказывались мысли о том, что дать возможность самостоятельно распоряжаться финансами. И ваше выступление я помню, где вы говорили, что села пока не могут зарабатывать столько, чтобы содержать себя самостоятельно. Это, конечно, тема отдельного разговора. Мы, надеюсь, к ней вернемся, потому что год села, и мы много будем об этом говорить. Да, об этом, наверное, можно и долго говорить. Но, кстати, хочу отметить... Все коротко, Саид Гурамович.
У нас по решению президента тоже в рамках программы развития сельского хозяйства по 1 миллиону рублей выделяется на села, направления которых сельчане будут определять сами. Это тоже очень важный элемент в нашей бюджетной системе. Спасибо большое, что были с нами. Благодарю за интервью. Спасибо вам. А нашим слушателям напомню, у нас в гостях был министр финансов Саид Губаз. Мы говорили о бюджете на 2026 год.